Школа номер 2. Такие вот входы в школу. Записался на курсы альпинистов. Сегодня первое занятие. Первое занятие было интересное, теория. Изучили виды горного рельефа. Ничего, сегодня у меня второе занятие по альпинизму. Я переговорил с ребятами, разрешили меня официально снимать. Давайте познакомимся с нашими наставниками, нашими героями, которые нас обучают этому-разуму. Так, значит, у нас Петр Семенович Акимов. Очень приятно. Александр Ильич Спиридонов и Олег Викторович Сайфуллин. Все, очень приятно. Расскажите немножко о школе вообще, о вас, об альпинизме в Якутске вообще. Я так понимаю, что это же первая такая практика в вашей деятельности, что вы именно обучать решили таких профанов, как мы, как я. Зародился план освоения малых гор в Якутии, и с целью обучения участников альп-мероприятия к данным горам мы приняли решение начать обучение. Вот наши два основных лектора как-нибудь подготовят наших участников. Скажем так, альпинизм я считаю наиболее перспективным в каком плане. Он коллективистский подход к подготовке товарищей, людей делает, да? И плюс еще альпинизм позволяет нам осваивать горные районы. А в Якутии это 72% горных районов. То есть дальнейшее освоение Якутии пойдет именно через горные районы. Соответственно, нам нужны много людей, имеющие опыт в горах. Мы были с методическим выездом в Аймакане, и там выслушал историю о том, что погибают рыбаки, охотники и так далее. И я когда учил их детей, по туристской технике, полиспас и все подобное, горные районы, потом ко мне подошли родители, сказали, это нам нужно. Мужчины там были, их отцы. Я понял, что альпинизм в действительности, вот эта тема, она нам нужна. Вот когда Александр Ильич предложил именно изучить район, освоить район Уснева, гора Афродита, я с удовольствием принял это предложение по организации вот этой школы, нашей школы альпинизма. Олег ты же у нас и альпинист, и скалолаз, да, одновременно? Да. Все вместе. Как получилось? Под руководством Петра Семеновича начал заниматься в 7 классе туризмом. В 2009 году мне предложили поехать первый раз в горы, попробовать, что такое альпинизм. Я согласился, возможность была, выехал. И с тех пор я уже, начал больше работать в горах, мне это очень понравилось. Я понял, что в горах нет у тебя каких-то ограничений. Дальше здесь у нас открылся скалодром, тогда действующий Богоеповский. Пришел туда, начал лазать просто для себя, как получалось. И дальше это все переросло в больше спортивное увлечение. Когда скалодром оставили полностью на меня. Дать знания, значит, привлечь его в альпинизм, в гору. То есть, когда человек имеет знания, какие-то навыки, он будет легче пойдет, желать все равно их применить на практике. То есть, это пойдет в горы. Если все наши люди, которые пришли к нам на курсы, раз попробуют в горы, из них останется 5 даже человек, кто заинтересован альпинизмом, это хорошо. Следующий год еще 5. Так мы будем развивать наш альпинизм. Соответственно, когда у нас будет достаточно много любителей гор в нашем районе, в нашей Якутии, то наши районы будут развиваться намного лучше, намного быстрее. Сейчас у нас проблема в этом. При спуске, как сказал Олег, происходит сдвиг оплетки. Тут, на самом деле, кто как умеет. То есть некоторые это делают таким вот образом, умеют закидывать, учатся и закидывать. То есть мне проще закладывать. Сегодня у нас занятие по веревкам. Сделали полукольцо. Вот это последнее полукольцо, оно должно быть... Вот там, где петля в той стороне, да? Ага, понял. В ту же сторону смотреть. Вот так она затягивается. Все. Притащил ее сюда, и они пошли, а эти стоят в Вяжем более. Молодец. Оп.
Не тяните это, он должен наоборот туда. Теперь контрольный узел. Это он, нет? Нет, неправильно. Чего он пошел? Подожди. Он на тебя вывернул. Я же просто вывернул, да? Вот, вывернул. Данное устройство называется бедару. Подбирается так, как и все остальное, очень индивидуально. Итак, у нас сегодня третье занятие по альпинизму. Сегодня начинается практика. Вот, сказали, заходи, переодевайся, там скалодром, еще ничего не видел. Сейчас переоденусь и посмотрю. Я даже не представляю, что сегодня у нас будет. Сказали, взять веревку и переодеться в кеды и штаны. Первым делом мы настраиваем пояс. Потом от той сеточки начинаем. И заканчиваем здесь. Это разминка. Так, уважаемые альпинисты, сюда подходим. Тут нужна специальная обувь. Все же, страховка готова, да? Вот это вот она есть, да, система? Команда используется в альпинизме, в туризме. Обязательно перед тем, как идти, подается команда «Страховка готова». Страхующий отвечает «Готово». Ну что, пробуем только по синим. Страховка готова? Так. Фу, как ногу нагрузил. Раз. Опа, все. Нагружаю. Мастер-класс от Олега. У него второй разряд по альпинизму, по скалолазанию тоже. По всем зацепам. Что еще? После приземления манты направляйте, чтобы загадывали ваш канал. И когда будете прыгать, тоже старайтесь прыгать так, чтобы... Обратный склон называется, да, это? Отрицательный угол. Отрицательный угол. Научный это? Да. Еще вешаем по восьмерке. Будем учиться, как сказал Саша, спускаться на разных спусковых устройствах. Полезу-ка я наверх. Спускаемся таким образом, чтобы выровнять ноги пошире. И спускаемся так вот. Ногами себе помогаем. Оп. Оп. Нужно использовать уже не опасаясь ни за что. Потому как третий номерок он уже держит 4 килоньютона, то есть 400 килограмм. На него надо пролететь, получается, порядка 4-5 метров. Будет надежность бренда только если все 4 кулачка у нас стоят. Куда бы я ни двигал свою нагрузку, она всегда будет на все 3 точки идти равномерно. Итак, мы сегодня участвуем в соревнованиях по скалолазанию. Сегодня у нас банда собралась, народу много. О, молодец. Давай, прыгай. Ты чувствуешь? Надо еще желтую пройти. Игорь Синюю пришел тут. Ты видел, как проходил? Ты ноги туда поставил. Мне надо потянуться 24 раза, чтобы обогнать Колю, выйти на третье место. Понеслась. Блин. Как твои впечатления? Я Человек. хотел 29. Человек, который победил вот этого человека. Дорогие друзья, всех поздравляю с завершением фестиваля скалолазания. И хочу поблагодарить за участие в фестивале, потому что
Ну, чем больше будет у нас скалолазов, тем будут скалолазания развиваться в нашей республике, в нашем городе. Ну, сейчас у нас скалодромов больших в городе, в республике у нас отсутствует. И все зависит от нашей активности. Второе место Ермаков Игорь. Да ладно. Я питерский, да. Первое место Хохлов Аркадий. Раз, два, три. Подтягивание. Ермаков Третье Игорь, место. 28 раз. Его место. Первое место команда Афродита. О! Ну что ж, это было стартовое видео. Стартовое мое видео об альпинизме. Ледовые занятия у нас уже были, я все их никак не могу сделать, выложить. Потому что нужно было, предысторию сделать. И все, я никак не мог, нужно было как-то более-менее поснимать завершение учебы. И потом уже, выложить старт, как я начал учиться. А дальше уже все остальное. Ледовые занятия вот были у нас в апреле. Дальше мы на майские 9-12, наверное, мая едем на Иланку. Там есть какой-то скальный массив, горный массив. Не знаю. Говорят, там очень красиво. Я не был. Не могу сказать. Вот буду там снимать, там будем жить несколько дней лагерем. А так, в принципе, для чего ребята, подытожу, сделали все это обучение. Это в этом году они первый раз делают это обучение. Связано как раз с тем, что их задача популяризировать альпинизм, развивать Якутию. Ребята вот большие патриоты Якутии, своего дела, потому что они работают практически, я вижу, на одном альтруизме. Они то есть это заработок там вообще минимальный, а времени у них уходит, насколько я общаюсь, там до позднего вечера каждый день, в 10 могут, там в 11 прийти домой после всего. Но, по крайней мере, для них это деятельность для души, с удовольствием. Это радует. Вот. И вот у них стала задача, чтобы в Якутии появились официально зарегистрированные маршруты категорийные, по которым можно в дальнейшем сдавать на категории. Такой маршрут они открыли здесь. Точно не знаю, сколько лет, пару лет назад, что ли. Встала задача, чтобы были доступны какие-то. Те маршруты, которые они сделали, они в труднодоступном месте. Туда сложно очень добираться. Не каждый осилит эту дорогу. А у Уснеры, возле Уснеры есть, это Амикунский район, есть гора Афродита. Там можно придумать маршруты и зарегистрировать их в российском реестре маршрутном. И для этого необходимо, нам приглашаем 3 инструкторов, которые имеют квалификацию, чтобы поставить нам зачет. И, конечно же, им нужны были люди, нужны были ребята, которые смогут это все помочь им сделать, организовать. Для этого открылась школа альпинизма. Вот мы еще вчерашние новички. Сейчас получаем опыт, развиваемся. В принципе, с каждым разом, с каждым полученным опытом я все больше и больше вхожу во вкус всего вот этого. И, конечно, вот мы поедем и будем помогать им все это делать. Сами получим значки альпинистов. И, в принципе, мы будем участвовать, можно сказать, в таком историческом событии для Якутии, для альпинизма Якутии. Это вот открытие, регистрация категорийных маршрутов. Это очень круто. Приложить к этому руку. Вот, ну все. До встречи на ледовых занятиях на Иланке.